Ежегодно количество потребителей электричества в стране увеличивается на 13%. Например, в 2010 году потребление электроэнергии составляло 10 миллиардов 300 миллионов киловатт-часов, а в 2023 году эта цифра была уже 16,5 миллиарда киловатт-часов. В среднем число потребителей увеличивается на 30 тысяч человек в год. При этом на данный момент электроэнергия производится на 7 гидроэлектростанциях. Самой мощной по производству является Тахтагульская ГЭС, которая была сдана в эксплуатацию еще в 1975 году. На Рыну преградит путь плотина высотой в 225 метров. В апреле 1962 года началось строительство одной из самых крупных гидроэлектростанций – Тахтагульской, мощностью в 1260 мегаватт. Этот проект обрел статус всесоюзной стройки. Специалисты со всего Советского Союза приезжали и с энтузиазмом возводили величественные плотины будущего флагмана отечественной энергетики. Среди таких людей был и 20-летний студент строительного факультета, а ныне заслуженный строитель Кыргызстана Ибрагим Алиев. По его словам, в то время страна переживала индустриальный бум, развивались промышленность и сельское хозяйство, требовалась энергия для будущих всесоюзных проектов. В то время у нас был избыток энергии сравнительно. И Тахтагульская ГЭС не только она работала на Кыргызстан, но на всю Среднюю Азию. Регулировали частоту, там перетоки были. В настоящее время в связи с ростом населения, в связи с ростом потребления, в связи с глобализацией разных коммуникаций, разных интернета, там, очень резко выросло потребление электроэнергии, а мы новые мощности не вводили. Вот сейчас проект реабилитации, который включает Атбашинскую, Тахтагульскую, Учкурганскую ГЭС, они только дадут возможность дополнительно выработать где-то 1,5 миллиарда киловатт-часов. До постройки Тахтагульской ГЭС в стране была построена Учкурганская. На сегодня суммарная мощность Учкурганской ГЭС составляет 180 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 820 миллионов киловатт-часов. В то же время срок годности агрегатов на ГЭС составляет от 30 до 50 лет. Чтобы решить этот вопрос, все-таки надо увеличивать генерацию новыми станциями. Каждый год в стране строятся различные соцобъекты, начинаются крупные проекты, которые также увеличивают потребление электроэнергии. Для того, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, в стране начинается строительство новых ГЭС, а также проводится реконструкция гидроагрегатов уже имеющихся ГЭС. Ремонт агрегатов не только поможет обновить устаревшее оборудование, но и прибавить новые мощности. Например, в течение года у нас строят более 100 школ. Приблизительное потребление каждой из них составляет 50 киловатт, что в совокупности составляет 5000 киловатт электроэнергии в год. Кроме того, открываются детские сады, больницы и другие социальные объекты. Это приводит к постоянному росту потребления электроэнергии. Для покрытия дефицита необходимо вводить новые мощности. Поэтому мы проводим реконструкцию гидроагрегатов с целью увеличения производства электроэнергии. Реконструкция одного из гидроагрегатов Тахтагульской ГЭС продлится до 1 ноября. По словам министра энергетики, согласно договору с подрядчиком, агрегат должны были сдать в реконструкцию еще в феврале этого года. Однако из-за холодов было принято решение отложить работы на 15 дней. Чем дольше мы тянем, тем позже компания-подрядчик сможет завершить работу. Если бы не приняли это решение, то возможно, что подрядчик не успел бы завершить работу к 1 ноября 2024 года, а в декабре погода может быть еще холоднее, поэтому такое решение было необходимо. Как отметил Таалайбек Ибраев, реконструкция гидроагрегата позволит увеличить мощность Тахтагульской ГЭС на 60 мегаватт. Кроме того, он рассказал, что после такого обновления агрегаты смогут прослужить до 30 лет без необходимости реконструкции. Кроме того, проходит обновление гидроагрегата на одной из наших старейших ГЭС, Учкурганской. Работы начались также с 5 марта. Там установлено 4 агрегата по 45 мегаватт каждый. Таким образом, из-за реконструкции Учкурганской ГЭС мы теряем 45 мегаватт, а также 250 мегаватт одного из агрегатов на Тахтагульской ГЭС. Итак, система энергетики Кыргызстана теряет около 300 мегаватт мощности. Поэтому мы призываем всех граждан экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы, когда наблюдается пиковое потребление. О необходимости реконструкции гидроагрегатов рассказал и президент Садыр Джапаров. Глава государства подчеркнул, что в стране активно вводятся и будут вводиться малые ГЭС, которые суммарно также дадут дополнительные мощности в производстве электроэнергии.
С 5 марта мы вывели на реконструкцию первый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Если завершить ремонт до зимы, то мы получим дополнительно 60 мегаватт. А в 2022-2023 годах мы провели капитальный ремонт второго и четвертого гидроагрегатов. Третий агрегат будет отремонтирован в следующем году. Таким образом, Токтогульская ГЭС продолжит служить народу Кыргызстана еще 40-50 лет. В результате капитальных улучшений будет добавлено 240 мегаватт дополнительной мощности. Я готов к тому, что в глазах людей буду выглядеть плохим, но я полон решимости навести во всем порядок. Уже 2 года мы строим более 50 средних и малых ГЭС. Мы запустили около 10. Остальное ведем в эксплуатацию до 2026 года. На сегодняшний день полным ходом идет строительство малых ГЭС. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция Баласару. За последние 30 лет мы не строили ни одной ГЭС, и только сейчас началась эта работа. В настоящее время существующие малые ГЭС производят 72 мегаватт электроэнергии. В следующем году введется в эксплуатацию еще 100 мегаватт производственной мощности. Таким образом, суммарная мощность малых ГЭС составит 180 мегаватт. Также в стране идет работа по проектам производства солнечной энергии. Так, подобный проект в поселке Дачный Аламудун начнется с установки панелей поверх бассейна суточного регулирования. Солнечные панели будут установлены на 4 гектарах земли. Электроэнергии планируется получить до 20 мегаватт. За счет выработки дополнительной энергии мощность 5-й ГЭС увеличится. Для реализации проекта, ориентированного на зеленую энергетику, ведется поиск инвесторов. Именно солнечные панели, которые будут выдавать мощность в дневное время от энергии панелей на сети, наши сети, которые существуют. То есть получается ее и стоимость, и ее коммуникация, ее внедрение в сети, она будет минимизирована. Проектная мощность сколько? Мы планируем где-то порядка 20 мегаватт. Эти 20 мегаватт будут, мы сейчас работаем и с АБР, Азиатским банком развития, работаем и с другими инвесторами, кто нам продолжит приемлемые варианты именно на грантовой основе. Самым же крупным проектом в энергосфере станет строительство Камбаратинской ГЭС-1. Ее строительство обеспечит энергетическую независимость Кыргызстана. Мощность ГЭС Камбарата-1 составит 1860 мегаватт. Это будет на 660 мегаватт больше, чем у Токтогульской ГЭС. Высота плотины составит 256 метров, что на 41 метр выше, чем у Токтогульской плотины. Водохранилище сможет содержать до 5,4 миллиардов кубических метров воды. Строительство Камбаратинской ГЭС даст государству производственную мощность в среднем в 5,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Камбарата-1 станет самой мощной электростанцией, построенной на реке Нарын. Эта ГЭС после ввода в эксплуатацию будет ежегодно производить в среднем 5,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, общая потребность в электроэнергии Кыргызстана составляет 17,4 миллиарда киловатт-часов. Гидроэлектростанции вырабатывают 12,3 миллиарда киловатт-часов. ТЭЦ Бишкека почти 2 миллиарда киловатт-часов. В 2026 году по планам Минэнерго дефицит электроэнергии будет ликвидирован. А в 2027 году Кыргызстан начнет экспортировать электроэнергию. Министр сообщил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается. Отметим, что по информации Министерства энергетики 8 марта 2024 года приостановили проведение краткосрочных регулировочных мероприятий, так как потребление электроэнергии в связи с потеплением погоды значительно снизилось. Так, согласно информации ведомства, 8 марта 2024 года потребление электроэнергии в энергосистеме страны составило 61 миллион киловатт-часов. В предыдущие дни среднесуточное потребление электроэнергии достигало до 70 миллиона киловатт-часов. Сыймых Мусаев, Мейримбек Чусупбек Улу, ЛТР, Бишкек.